Я инспектор по исполнению административного законодательства отделения госавтоинспекции отдела МВД России по Знаковскому району лейтенант полиции Джавадов Бусат Раукович. На сегодняшний день проводится акция «Не засни за рулем», так как население нашего Азнакайского района в летний период ездит отдыхать на море и очень большое количество времени проводит за рулем. В связи с этим мы проводим данную акцию, чтобы водители соблюдали режим. Именно в течение суток они должны не более 10 часов управлять за рулем. Непрерывно должны управлять за рулем не более 4-5 часов. Также они должны 5-минутный перерыв делать, так как управляя за рулем, они должны останавливаться, отдыхать, и чтобы с новыми силами дальше поехать. Я Сагдатульна Альмира Рифовна, начальник отделения профилактики в Азнакайском районе ГБУ безопасности дорожного движения. В ходе акции мы будем раздавать памятки, напоминающие о правилах отдыха во время поездки водителям. Желаем водителям нашим безопасных дорог. Да, вон такие кнопки. Сегодня проводится акция «Не засни за рулем». То есть, согласно ПДД Российской Федерации, граждане должны управлять за рулем именно транспортного средства в течение суток не более 10 часов. Совершенно верно. Желательно брать перерыв, то есть 5 минут, 10 минут и так далее, если дальняя дорога. Также у нас буклеты раздаем. Вот мы хотим вам подарить памятки, это на досуге почитайте. Это получается не только еще, чтобы через госуслуги оплачивали вам удобнее. Молодцы. Безопасных вам дорог. Браво, спасибо. У нас сегодня проводится акция «Не засни за рулем». То есть, согласно ПДД, водители, управляя транспортным средством, в течение суток должны не более 10 часов управлять за рулем. А также, в первую очередь, должны с перерывами управлять. Да. Поэтому у нас ведется акция, и также мы раздаем буклеты. Там записано, как через госуслуги оплачивать штрафы и так далее. Молодцы. У вас планировалась поездка впереди на море, куда вы не планировали еще ехать? Приехали? И вот как вот усталость чувствовалась, наверное, да? Как? За рулем? Да. Вот как вы, сколько часов ехали? Мы так, на самолете. На самолете, ну правильно. Но все равно вы, наверное, тоже ездите дальние дороги. Ездим. Безопасных вам дорог. И вот у нас много случаев было по республике Татарстан, многие водители, да, засыпали просто за рулем. Из-за них у нас столько ТТП произошло, и поэтому позаботьтесь о себе и о других людях тоже. Давайте будем взаимно вежливы, будем соблюдать правила дорожного движения. Счастливых вам дорог. Да, директор гимназии, который у нас не нарушает, у него в школе все дисциплинированные. И вот мы с вами хотим провести вот акцию, то есть вы летом куда-нибудь ездите, дальние поездки? Нет, в этом году нет. Ну, когда вы ездите, что вы делаете? Перерыв делаем? Потому что водитель что за рулем? Устает? Устает, да, обычно, когда вот жаркая погода, обычно спать охота, поэтому надо всегда останавливаться и там снимать меня после. Не подспать. Молодцы. И вот мы хотим вам подарить памятку, да? Буклет. Спасибо. У нас акция ведется за рулем. То есть, согласно ПДД, в течение суток водитель должен управлять за рулем не более 10 часов. Вот здесь все точно. Вообще имею в виду, то есть как бы по линии ПДД. А также желательно в течение, то есть 4-5 часов управлять за рулем, должны обязательно взять перерыв 5-10 минут. Вы не планировали дальнюю поездку на море? Уже приехали. Уже приехали. И вот как вы это себя испытали? Усталость была? Ну, была. И как вы отдых делали? Через сколько времени, например, как вы ехали? Для безопасности? Часов 5-6 проезжал и остановился. Так легче, да? Уже более-менее, если голова соображает. Безопасных вам дорог, дорог транспортных происшествий не было, также надо беречь себя и других участников дорожного движения. Ребенок есть, наверное? Если будет ребенок с роддома уже, ребенок
чем штраф платить 3000, равнозначно. Даже дело не в штрафе, а в безопасности ребенка. Но все равно просто, я же говорю, вот некоторые дети же, нет, родители жалеют деньги, покупают убежище устройства, которое дешевле, но они не спасают ребенка. Поэтому при таком ДТП столкновении ребенок получает увечья. Поэтому заранее хочу, вы же будущие все равно родители, вам предстоит это впереди. Надо соблюдать правила дорожного движения. Безопасных вам дорог. Спасибо. Водитель, управляющий транспортным средством, в течение суток должен управлять за рулем не более 10 часов. При управлении за рулем более 4 часов водитель должен обязательно совершать остановки. На 5-10 минут. Ну я это знаю. По-моему, не больше 8 часов. Нет, вообще, имеется в виду именно за рулем легкового транспортного средства, а не делать грузовое. Тахограф, а легкового транспортного средства более 10 часов. Я хочу еще вот тоже обратиться к вам, что вот у нас такие случаи были по республике Татарстан, ДТП такое, да, что дальнобойщик зашел за рулем и наехал на человека. И вследствие чего он оказался за решеткой. Но представьте, человек, он сейчас уже кается, но человек того же тоже не вернешь, и это мне жалко стало, потому что... Я вот добавлю, у меня родственник, дальнобойщик, заснул за рулем, врезался и сам погиб. Вот поэтому такие тяжелые случаи, и некоторые молодежь особенно пренебрегает, они думают, ну а там долечу, лучше отдохну на море, а вместо этого они попадают в другое место. Поэтому вы взрослый человек, уже сознательно, осознанно, желаю вам безопасных дорог, всего вам хорошего. Да, у нас ведется акция «Не засни за рулем», то есть водитель транспортного средства, управляющий за рулем, в течение суток должен не более 10 часов управлять за рулем. А также при управлении за рулем транспортного средства водитель более 4-5 часов, когда управляет за рулем, он должен в первую очередь отдохнуть, 5-10 минут. У нас ведется акция «Не засни за рулем», безопасных вам дорог. Вы не планируете или нет поездку на море? Не знаю даже, как Нет? Нет, наверное. Вы же дальние дороги ездите, поэтому надо соблюдать отдыха. Из-за этого происходит дорожно-транспортное происшествие. Страдают пассажиры, ваша семья. Безопасных вам дорог.